Привет, Руслан. Здравствуйте. Ну, расскажи нам, как появилась идея создать свою автомастерскую? Но идея возникла уже давно. Мы раньше работали чисто на коленках, в маленьких гаражах где-то. Но свой гараж у нас есть маленький, но там не такое количество инструментов, нету подъемника, нет такого пространства, чтобы там чем-то заниматься. А тут гараж большой, более-менее, можно заниматься уже более серьезными ремонтами и чем-нибудь еще. Можно делать самоделки какие-нибудь, ну и разными вещами какими-нибудь. И ты потом решил написать грант, да? В 2020 году, вот летом я узнал про этот грант, написали, особой надежды не было, как всегда. Но мы уже много писали грантов, ничего никогда не выигрывали. А тут раз, пришло сообщение, получили деньги, настроение сразу поднялось. При поддержке Серебряной тайги, вот мы открыли мастерскую свою хорошую. Для Помоздина у нас это мастерская, как бы новинка, нигде у нас нет самообслуживания. Даже в Бочколоме нету, а у нас мастерская самообслуживания. Пришел, поработал, ушел. Тепло, светло, уютно. На выделенные деньги мы приобрели двухстоечный подъемник гидравлический. Гидравлического подъемника у нас тут нигде нету, в принципе. Есть винтовой один, но он не... грузоподъемность у него маленькая, он не поднимает большие машины. Приобрели мы стенд сходоразвала, но он не очень такой хороший. Механический, но работать можно, в принципе. Ну и доставку мы уже за свой счет оформили, денег потому что не хватило. Много вложились, свои силы вложили, да, наверное? Но я бы не сказал, что я особенно много своих денег вложил или вот, допустим, труда. Я арендую эту мастерскую, я пришел на готовенькое. У нас труд прошел только на установку подъемника. И вот ворота мы сами сделали потом уже, потому что ворот не было. Не рассчитывали, что это будет у нас гараж какой-нибудь, а просто здание. Ну, времени, конечно, тоже, да, потратили немножко. Проект уже окупился? Надо посчитать. Сложно сказать. Сложно сказать, да. Но на аренду хватает. Небольшие деньги себе тоже идут. Но это, получается, у меня основной вид деятельности. И как бы не особо стремлюсь тут много работать. Как бы подработка есть, нет, нету. А так, если выгонят с основной работы, какая-нибудь подушка уже будет. Как развивается проект в настоящее время? В настоящее время у нас потихоньку работа идет. Как мы видели, у нас люди идут, работают. Ну, есть, да, есть и очередь. Но народ еще не привык к этому, чтобы деньги платить за гараж. Потому что некоторые приходили, тоже говорили, дорого, дорого. А потом заехали, тепло, хорошо. Потом говорят, мы, говорит, еще раз приедем. Надо им просто это попробовать как-нибудь. Какие планы на будущее? Может, что-то планируешь развивать, улучшать? На будущее, вот у меня участок есть. На участке я строю гараж побольше. Но в смысле не больше этого. Просто ворота будут повыше, и можно будет загонять технику покрупнее. Можно ремонтировать трактора, еще что-нибудь. На лето, вне сезон, когда снегоходы не ездят, хотим делать ремонт снегоходов. Ну, техобслуживание там сделать, что-нибудь поменять, отремонтировать. Снегоходов уже очень много. Сами хотите ремонтировать или опять же аренда? Но, скорее всего, сами, потому что летом побольше времени. Тогда у нас отпуска, с работы не такой напряг. Скорее всего, будем сами делать. В 18 лет я получил права, много где работал на автомобилях, и много у кого нету гаражей. Каждый раз это ремонт зимой, это замерзшие руки, замерзшие ноги, постоянно холодно. Приходите к нам, у нас тепло, светло, уютно, руки, ноги не мерзнут. Хороший инструмент, хороший подъемник. Записывайтесь, звоните. Но я думаю, в Помоздино, если у кого-нибудь спросить, от Попковича Руслана, номер дадут. Многие номер знают. Наберете, мы вам ответим, пустим. Тепло, уютно. Хорошо. Спасибо, Руслан. Пожалуйста. Грантовый проект «Северное сияние. Женские инициативы по устойчивому развитию сельских территорий» финансируется Евросоюзом. В Республике Коми проект реализует фонд «Серебряная тайга». Благодаря ему грантополучатель смог реализовать свой мини-проект.